В Ижвинском центре коми-культуры реконструировали старинный обряд проведения свадеб. Дело в том, что в нашем национальном варианте, прежде чем обвенчаться, жениху с невестой надо было преодолеть ряд специфических испытаний. То воды натаскать, то орудия для охоты настругать, а еще традиционный плач невесты услышать. Татьяна Супряткина погрузилась в атмосферу. Коми-дом. Так нынче будет называться место встречи всех любителей коми-культуры и традиций. В новом помещении все как в коми-избе. И палати с матрасом, набитым сеном, и печь русская, и утварь глиняная. Как чугунок в печку поставить? Сложно это. Вот и научим. Здесь висит и одежда из льна. Именно в такие сарафаны наряжались в старину. А в этом уголке можно за прялкой посидеть. Нынешнему поколению это уже в диковинку. Интерактивный музей учим сивосна, Открываем такой центр с одной целью, чтобы дети могли головой окунуться в сельскую жизнь. Они же учат коми-язык, а тут воочию видят, о чем говорят на уроках. Одна из традиций, что увидели гости воочию, это коми-свадьба. Молодоженов, как и полагается, встретили торжественно. Веселая свадьба впереди. Пока же жениха с невестой ожидали испытания. Коми-обряд начался с плача невесты. Тут же жених показывает свою силу, рубит себе орудие для охоты, а невеста уже с коромыслом идет, воды несет в дом. Почему именно по коми-традициям? Потому что решили, что действительно нашу коми, это нельзя забывать. Это история, которая не должна оставаться где-то в прошлом. Надо это развивать, поддерживать в обязательном порядке. Мы чтим традиции, мы здесь живем, мы узнаем, нам это интересно. Молодожены достойно прошли все испытания, несмотря на свой юный возраст. Работники центра уверены, подобные праздники здесь будут проходить часто. Современная молодежь заинтересовалась своей историей, хочет знать о своих корнях и древних традициях. Татьяна Супряткина, Надежда Бушенева, Алексей Паршуков, телеканал Юрган.